Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Вестник профсоюза образования». Мы познакомим вас с деятельностью профактивистов, расскажем, как живут и работают их подопечные. И по традиции профсоюзные юристы ответят на ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Свободный разговор профактива дошкольных учреждений с председателем комитета по дошкольному образованию Асламбеком Джунаидовым. Глава ведомства рассказал о том, что происходит в системе дошкольного образования, а участники встречи задавали актуальные вопросы. «Учитель пред именем твоим» – героиня рубрики «Учитель начальных классов городской школы номер 7» Пятимат Дугарова. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Свободный разговор состоялся у профсоюзного актива дошкольных учреждений с председателем комитета правительства республики по дошкольному образованию Асламбеком Джунаидовым. Это не первая подобная встреча. Глава ведомства рассказал о том, что происходит в системе дошкольного образования, а участники встречи задавали актуальные вопросы. Подробности далее. В встрече приняли участие председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагариев, председатель профсоюза образования Хизер Герзелиев, представители первичных профсоюзных организаций детских садов, районные представители и работники аппарата Ревсовета профсоюза. Сегодня здесь приглашены профсоюзные активисты всех наших учреждений дошкольного образования. Как развивается система дошкольного образования, какие проблемы решать и какие, скажем, вы как руководитель на этой отрасли видите наши совместные вместе с профсоюзными организациями на местах совместные действия по улучшению воспитательного процесса школьных образовательных учреждений. Мы все очень хорошо понимаем, какое пристальное внимание глава Чеченской Республики Беларусь Рамзан Ахматович уделяет именно системе дошкольного образования. Мы знаем, как помощник главы Зарга, насколько это очень тоже с вами душу вкладывать в эту систему. Вообще должен сказать, что эта система была одной из наиболее пострадавших отраслей в нашей республике. Асламбек Джунаидов поделился интересной информацией, касающейся состояния дел в системе дошкольного образования, о периодах его становления и этапах развития. Он отметил большое внимание, уделяемое дошкольному образованию главой Чеченской Республики и куратором Зарган Кадыровой, благодаря чему республика является лидирующей в стране по строительству и развитию дошкольного образования. Эта система была наиболее пострадавшая. Могу чуть-чуть не согласиться, поскольку от системы в начале 2000-х годов вообще ничего не осталось. За последние несколько лет комитет добился колоссальных успехов. Сегодня на территории Чеченской Республики функционирует 351 детских садов, в которых 69 тысяч воспитанников и 17 287 работников, что говорит о стремительном росте этой отрасли образования. И тем не менее расслабляться нельзя, отметил он, потому что в республике с самой высокой рождаемостью в стране, а работой непочатый край. Цели и задачи комитета не только добиваться строительства новых садов, но и воспитывать достойное поколение. Далее участникам встречи была представлена возможность задать гостю интересующих вопросы. В частности, они касались качества работы воспитателей и их трудоустройства. В настоящее время практически во всех садах нашей республики администрация садов, заведующие воспитатели отказываются принимать детей по причине отсутствия последних прививок. Скажите, пожалуйста, правомерны ли такие действия со стороны администрации детских садов, учитывая тот момент, что каждый родитель имеет право отказаться от любой прививки? Вышло постановление главного санитарного врача Чеченской Республики, где все конкретно, четко сказано. Этот документ является обязательным для исполнения для всех на территории Чеченской Республики. Что есть такая ситуация. И вспышка по России, и по Чеченской Республике, и по России более-менее болезнью, и страшной болезнью далась. В Чечне тоже зарегистрировано несколько случаев. Ситуация оценивается как чрезвычайная ситуация. Непривитых детей временно ограничить доступ к привитым детям. То есть это прямо говорит о том, что с 1 февраля мы не будем принимать
непривитых детей. Прозвучал вопрос о некоторых проблемах, связанных с участием воспитателей в профсоюзных мероприятиях. Согласно отраслевому соглашению между профсоюзом образования и Комитетом дошкольного образования, стороны обязаны сотрудничать. Джунаидов заверил, что возьмет этот вопрос под контроль и в дальнейшем не видит проблем в его решении. В завершении встречи Джунаидов призвал всех участников подходить к своим обязанностям ответственно и работать на совесть, а также развиваться и повышать свои профессиональные навыки. Подобные встречи с руководителями не редкость для профсоюзных активистов. В конце прошлого года, в декабре, они встретились с депутатом парламента республики Бекханом Хасбулатовым, который с недавних пор возглавляет Комитет по образованию, науке и культуре. А чуть ранее была организована встреча непосредственно с министром образования и науки Исмаилом Байхановым. На таких открытых площадках можно задавать руководству напрямую, без бюрократических проволочек, вопросы, которые действительно волнуют педагогическое сообщество. Учитель пред именем Твоим. В этой рубрике мы по традиции рассказываем вам об учителях, педагогах, посвятившим свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. На этот раз мы отправились в городскую школу номер 7, чтобы познакомить вас с учителем начальных классов Питимат Дугаровой. Смотрим сюжет. Учитель, пред именем Твоим позволь смиренно преклонить колени. Ты нас гуманно мыслить научил. Едва ли не первый вспомнил о народе, едва ли не первый ты заговорил о равенстве, о братстве, о свободе. Николай Алексеевич Некрасов. Нет ничего труднее, чем обучать. Учить мы все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Особенно трудно учить с нуля, с самого начала. Питимат Маусаровна Дугарова мечтала учить с самого детства, а у каждой мечты есть своя история. А вы знаете, я с детства мечтала стать учительницей. У нас была первая учительница. Она мне очень как-то полюбила я эту учительницу. И мне кажется, вот из-за нее я полюбила эту профессию. Не любя детей, не любя свою работу, невозможно работать учительницей. Вот я полюбила эту первую учительницу. Я даже до сих пор помню, как она мне поставила красивую такую пятерку красную. И стараюсь до сих пор сама тоже такую же пятерку ставить своим ученикам. Как-то, когда я открыла эту тетрадь, увидела эту пятерку, я даже это на совещании, когда мы собрались, у нас был семинар, даже я там сказала, я даже стараюсь эту оценку ставить так, чтобы мой ученик мог запомнить это. Люблю я детей, люблю работать с ними. Я некоторое время как-то отошла от этой работы, но потом я поняла, что это для меня работа с детьми. Профессия учителя – одна из важнейших. Повезет тому, кто встретит на своем пути настоящего педагога. Умного, талантливого, доброго, любящего свою работу и умеющего увлечь детей. Человек часто забывает учителей-предметников, но вот первого учителя никогда. 792. Мне очень интересно на ее уроках. Она объясняет нам сложные темы, и я и все другие дети понимают ее, и она очень добрая. Я люблю Питимат Маусаровну, потому что она моя первая учительница, и я ее никогда не забуду. Питимат Маусаровна моя самая любимая учительница, поэтому я ее люблю. Она умная, красивая, добрая. Учителя нас учат всему, начиная от азов математики и заканчивая сложными химическими реакциями. Среди всех учителей хочется выделить первого учителя, потому что он учит нас правильно и грамотно писать, общаться с людьми, выражать свои мысли, тренирует нашу память. Вопрос задачи. Сколько всего сахара стало на складе? Что мы с вами, ребята, узнаем первым действием? Сколько килограммов 10 в мешке? Сколько килограммов 10 в мешке? 10 умножить на 45 равно 450. 3 тонны 340 килограмм плюс 450 равно 3 тонны 790 килограмм. 3 тонны 790 килограммов. Молодец. Питимат Маусаровна старается все свои знания передать своим ученикам. Для нее нет ничего ценнее, чем видеть успехи своих учеников. Только такие избранные педагоги могут проводить столько времени с детьми, вечерами писать конспекты к урокам и от всего этого получать удовольствие. Мы с ней знакомы очень давно. Нам посчастливилось провести вместе 4 года, студенческие 4 года в Грозненском педучилище.
Это был 79-й. Как близкого человека я ее могу охарактеризовать как ответственный человек, человек слова и дела, человек трудолюбивый. Главное качество – это хороший друг, верный друг. А вот как педагог, она у нас в школе сравнительно недавно, но за этот короткий период она смогла вот те качества своей личности подтвердить именно в профессиональном плане. Человек творческий, креативный, как принято сейчас говорить, это пример для подражания нашим молодым учителям. Пятимат Дугарова работает в этой школе сравнительно недавно, но успела завоевать уважение и авторитет среди руководства и коллег. К ней можно в любое время обратиться за советом, за помощью, говорят педагоги. Она без промедления поможет. Роза Илаева возглавляет первичную профсоюзную организацию в 7-й школе уже 5 лет. Пятимат Мавсаровна – один из самых активных членов профактива школы, рассказывает Роза. Ни одно школьное мероприятие не проходит без ее участия. Пятимат Мавсаровна, она очень общительный человек. Она участвует во всех мероприятиях профсоюза, которые мы проводим в школе. А кроме этого, она активно участвует в жизни школы. Ее дети активно участвуют во всех мероприятиях. И так как она такой общительный человек, то с ней бывает всегда интересно, с ней бывает о чем поговорить. И в ее лице наша школа приобрела очень хорошего учителя, плюс ко всему. А что касается профсоюзных конкурсов, то она помогает всем, кто участвует в них, при этом сама остается в тени. Но она вот такой человек, как вам сказать, человек-друг, человек-товарищ. И она всем готова помочь всегда. Грозненская средняя школа номер 7 функционирует с 1937 года. С недавних пор ее возглавляет молодой и перспективный директор. Ахмед Альвиевич часто заглядывает на занятия. 4 А-класс не стал исключением. Уроки Патимат Дугаровой можно смело ставить в пример подрастающему поколению педагогов. Она чувствует, когда дети устали и нуждаются в отдыхе. Повторяй. Веселее, веселее, ребята, веселее. Учитель, современный учитель, он должен, мне кажется, даже каждый день учиться, готовиться к каждому своему уроку, потому что дети у нас сейчас очень развитые. Порой бывает такой ученик скажет, что даже учитель может удивиться. У нас сейчас век скоростей, даже есть такие вопросы, которые мы у детей спрашиваем, например, работать телефоном, компьютером. Они так хорошо разбираются, а работать с такими детьми учителю надо расти и развиваться. Пятимат Мавсаровна, огромное спасибо за интересный урок. Ребята молодцы, будьте всегда такими активными, такими умными, красивыми. Благодарю свою ответственность. Пятимат Мавсаровна показала себя с хорошей педагогической стороны, доступно объясняет детям уроки, дети довольные. Конечно, мы довольны, что нашим детям попалась именно Пятимат Мавсаровна. Педагог, воспитатель и учитель – очень важный человек в жизни каждого из нас. Эта профессия несравнима ни с одной другой профессией в мире. Каждые 4 года в жизни учителя начальных классов происходят события, которые приносят как радость, так и стресс. К детям так сильно привыкаешь, это как твои родные дети уже становятся. Они даже среди чужих классов своего ребенка видишь, это уже твой ребенок. И очень трудно, это может знать каждый учитель, у кого бывает этот выпуск. Каждым годом они уносят частицу твоего сердца все равно. Вот я уже готовлюсь к этому, уже я переживаю, думаю, мне все равно выпуск же, у меня 4 класс. И как мне трудно будет с ними расстаться. А потом набираешь новый класс, как-то, вы знаете, к ним опять приходится привыкать. 4 года – это и не маленький срок. С детьми они растут. Ты их помнишь, как они пришли в 1 класс, и какими ты их сейчас будешь провожать. Вот тяжело. Вот что я могу сказать. Расставаться тяжело. А расставание всегда же тяжело. И новых детей потом любишь, как и тех же. Они на перемене потом переходят в старший класс, подбегают, обнимаются с учителем.
как-то они уже свои, на всю жизнь, мне кажется, связывается учитель с ними. Первый учитель, он бывает только один. Я до сих пор помню свою первую учительницу. У нас прогулка завершилась, нам надо зайти. Я пойду к своим детям. Так, ребята, все сюда собрались ко мне быстренько. Все, мы сейчас заходим в класс. Видите, у вас руки замерзли. Ну-ка, покажи. И почему-то нет сомнений, что каждый из учеников Патимат Маусаровны сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный день вернуться в родную школу и сказать своему учителю «Спасибо за все». Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа профсоюзных юристов. Они готовы ответить на все вопросы работников образования. Правозащитники найдут ответ на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие. Я проработала в школе учителем обществознания 3 года, без единого замечания за весь период. Неожиданно для себя узнала, что я уволена в связи с несоответствием занимаемой должности. Имеет ли право работодатель так поступать? Работодатель вправе направить вас на аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. При этом он должен соблюсти порядок проведения аттестации педработников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года за номером 276. И только в том случае, если аттестационная комиссия примет решение о несоответствии вас занимаемой должности, может подниматься вопрос о вашем увольнении с данной мотивировкой. В вашем случае, если вы действительно неожиданно для себя вдруг узнали об увольнении, это свидетельствует о том, что работодатель превысил свои полномочия, так как вы должны были быть предупреждены о ней под роспись не менее чем за 30 календарных дней. Рекомендую вам обжаловать факт вашего увольнения. Хочу отметить некоторые другие обязательные условия, которые работодатель обязан соблюдать при направлении работника на данный вид аттестации. Первое. Аттестация проводится 1 раз в 5 лет, не чаще. На аттестацию не могут быть направлены следующие работники: имеющие высшую или первую квалификационные категории, проработавшие в должности менее 2 лет, беременные и находящиеся в отпусках по уходу за ребенком. Подлежат ли оплате праздничные дни, приходящиеся на период оплачиваемых учебных отпусков? В соответствии с пунктом 14 положения об особенностях порядка начисления средней заработной платы, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 24 декабря 2007 года за номером 922, при определении среднего заработка для оплаты дополнительных учебных отпусков оплате подлежат все календарные дни, включая нерабочие и праздничные дни, приходящиеся на период таких отпусков, предоставляемых в соответствии со справкой вызовом учебного заведения. При поступлении на работу в школу на должность учителя у меня потребовали справку об отсутствии судимости. Без этой справки на работу не принимают. Правомерно ли требовать эту справку? В соответствии с 351 статьей Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в образовательные учреждения не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость. Для вас, как для учителя, поступающего на работу, в обязательном порядке в перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора в соответствии с 65 статьей Трудового кодекса, включена справка о наличии или отсутствии судимости. Следовательно, справка об отсутствии судимости необходимо иметь всем, кто работает с детьми в образовательных учреждениях. За отсутствие данной справки на руководителя учреждения налагается штраф. Если у вас появились вопросы, пишите письмо профсоюзу, адрес на экране. В профсоюзе образования состоялось совещание, в котором приняли участие штатные работники и районные представители Совета профсоюза под председательством Хизира Герзелиева. Все подробности в следующем материале. Заместители и заведующие отделами выступили с сообщениями, касающимися развития информационной работы в малых звеньях профсоюза. В частности, Тамара Эльмурзаева призвала представителей активизировать работу по освещению происходящих событий и в оперативной форме размещать информацию на своих электронных страничках. В профсоюзной работе очень важно вовремя ознакомить с пресс-релизами о проводимых мероприятиях, региональными и всероссийскими профсоюзами, которые ежемесячно рассылаются информационным отделам. Документы содержат полезную информацию, рекомендации, а также доклады о проделанной работе или о той, что планируется провести. Хизир Герзелиев подчеркнул, что лично проследит за активностью их работы.
Также на совещании озвучили дату приема заявок республиканского профсоюзного конкурса «Лучший профкор». Он стартует 20 января. С условиями желающие могут ознакомиться на сайте res-совет.ру. Это все, что мы успели вам рассказать. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте res-совет.ру. Также вы можете скачать новое официальное приложение Res-Совет.Инфо, разработанное специально профсоюзом образования. Там вы найдете для себя много полезного. До новых встреч. Адикелш.